Чыгууда 24 жаштагы спортчу менен 29 жаштагы Бегенч Түркмөнстандык спортчу чыгууда. Андыктан тажрыйбасы жардам береби, жол болсо анын атаандашы жаштыгы менен алып кетеби? Да, Бегенч Ягмыров сейчас, конечно же, будет стараться проявить себя, потому что туркменские борцы традиционного стиля очень сильны на самом деле. Очень много они работают над собой. Даже вот если брать последние 2,5 года, то, конечно, очень сильный упор сделала вообще Федерация традиционной борьбы, вот, чтобы овладеть многими кочевыми видами борьбы. И, конечно же, сейчас один из фаворитов туркмен. Пытается он бросить своего оппонента и бросает своего соперника. И все, чистая победа. 8 секунд понадобилось туркмену, чтобы победить своего узбекского оппонента Олимджона Хусанова. И он проходит в полуфинал досрочно. Очень быстро у нас закончилась эта схватка, так бы всегда. Итак, очередная схватка будет сейчас. Это, конечно же, те, которые в 1/8 финала боролись и вышли на стадию 1/4 финала. Это Виктор Дулмаев из России, из Бурятии. И его соперник, конечно же, это Разиль Шабиев, тоже россиянин. Два гражданина будут сейчас в Российской Федерации бороться друг с другом, и кто-то из них точно минимум. Ну и как максимум это золото, и, конечно же, на самом деле почетно не в своей борьбе, не в своей национальной борьбе побеждать. Но вот сильный очень туркменский оппонент у российского спортсмен. Разиль Шабиев больше всех схваток проводит пока что, потому что он провел схватку 1/8 финала, потом схватку 1/4 финала, и это третья схватка его, а у других вторая. У того самого туркмена тоже вторая, как и у нашего, как и у казахского была схватка. Поэтому сейчас через терни Разиль Шабиев движется к своим медалям, то есть к своей медали какой пока непонятно. А может и вовсе за третье место он может проиграть, потому что полуфиналист проигрывает тому, кто вышел в схватках утешительных. И вот может проиграть ему даже. А вот здесь колено все-таки ставит на ковер перед броском Разиль Шабиев. И пошел совещаться судья на ковре. А нет, там челлендж выполняет. Пытается, то есть тренер Разиля Шабиева провести. Это я понял почему. Вот сейчас челленджа никакого не должно быть. Здесь до этого бросил для этого челленджа тренер казахской сборной. А вот только сейчас вернули. Ой-ой-ой, чистая. По-моему, чистая. Да, так есть. Туркменский оппонент будет все-таки достойным противником нашего Марлена Абдрасулова. Он выходит в финал, побеждая Разиля Шабиева. Так, Разиль Шабиев здесь, конечно, помучился вдоволь. Он, помните, Энхболда Энхтайвана до этого победил монгола, а потом своего же соотечественника, Виктора Дулмаева. А вот здесь не справился он с Бегенчем Ягмыровым из Туркменистана. 5-0 пока на показ. Нет, все-таки решили 5. Нет, все-таки да, чистая будет. В общем, здесь немножко произошли суматоха. Но, тем не менее, Бегенч Ягмыров в финале против нашего Марлена Абдрасулова. Демек, Түркменстан жана Кыргызстан беттешин көрөбүз финалдык баскычта. Эки салмактагы абсолюттук жана 68деги биз финалдык бөлүккө чейинки беттештерге келип жеттик. Азыр эми 82 килограмм салмакта өндөр оюндарынын күйөрмандары сиздерди эми Куштене Мелле Камарбанди күрөшү боюнча финалдык беттештерди көрүүгө чакырмакчыбыз. Тажик улуттук белбоо күрөшү боюнча мелдештер менен көчмөндөр оюндары башталды. Жана финалдык бөлүккө биздин эки спортчубуз 68 жана 82 килограмм салмактагы балбандар чыга алышкан. Эң алгачкы финалдык беттешти көрөбүз. Кыргызстандык Марлен Абдрасулов жана анын атаандашы түркмөнстандык биз
Begenç Yamurov'du görmökçübüz. Finaldık bölüktör starttık ошол протокol alбетте. Biz bolsa 68 salmak kategoriyasındагы sporçulardan беттешиминен азыр баштамакчыбыз. Буга чейин биздин мекендешибиз Марлен Абдрасулов атаандашы Жер Энчиновду жеңген чейрек финалда. Ал эми жарым финалдык бөлүктө Берикбол Муратхан атаандашы казакстандык спортчуну жеңип алган болчу. Финалдык бөлүк жана тараптардын аракеттери башталууда. Түркмөнстандык азыр Бегенч Ямуровго каршы чыккан мезгили. Курдан ыңгайлуу кармап алган соң өзүнүн эми аракетин жүргүзөт. Өтө мыкты жүрүштөрдөн бири жана бул жолкусунда менимче 1 упайга, азыр 1 упайга түркмөнстандык спортчу жетишкенде. Ооба, демек алгачкы упай бул жолкусунда Бегенч Ямуровго ыйгарылууда, бирок ага карабастан мүмкүнчүлүк дагы да болсо Марлен Абдрасуловду алдыда толтура. Ал анткени буга чейинки күрөштөрүндө бизге мына ошол күрөшүп ала тургандыгын жана кандай ыкмалары бар экендигин көрсөткөн казакстандык русиялык спортчуларды оңой жеңген эмес, ошентсе дагы албетте жалпы даярдыгы бизге байкалды. Да, наш спортсмен все-таки справился с Джером Энчиновым, потом смог таки в полуфинале одолеть своего казахского оппонента Берикбола Муратхана. Сейчас, к сожалению, пока проигрывает 1-0, а вот здесь на колени все-таки он опустился, и поэтому не засчитывается его действие. И, кстати, он проигрывал Берикболу Муратхану 1-0, а потом смог победить вчистую его и в итоге оказался в финале. Шансы на золото очень велики, и у первого нашего спортсмена весовой категории до 68 килограмм, и, конечно же, у нашего второго спортсмена весовой категории до 82 килограмм. Пока, конечно, ведет туркмен, но здесь оказывает медицинскую помощь ему. В последнем эпизоде он получил повреждение некое. Вот есть шанс немножко отдохнуть пока что спортсмену из нашей страны. Но все-таки нужно ему сейчас очень усердно поработать, себя проявить. Напоминаем, схватки идут по 4 минуты. И, конечно, человек, который дошел до финала, очень сильных оппонентов смог победить и потом проиграл нашему спортсмену. Ну и за это я предлагаю сейчас вместе назвать в унисон нашего чемпиона, человека, который смог завоевать первое золото в первом виде борьбы и первое золото для нашей сборной. Немножко дождемся сейчас и, конечно же, для вас определим, кто же это был, кто только что до нас